Здравствуйте! В эфире обзор чрезвычайных происшествий, в студии Юрий Осипов. Женщина выпала из окна 4-го этажа в Якутске. По словам очевидцев, на вид женщина пожилого возраста держалась за карниз балконом и упала вниз. Она осталась лежать на козырьке заведения общественного питания, расположенного на 1-м этаже, пока за 10 минут не приехала бригада скорой помощи и спасатели. Женщина подавала признаки жизни. Ее спустили вниз и увезли на карете скорой помощи. Обстоятельства произошедшего выясняются. Очередной жертвой мошенников, обещающих денежную компенсацию за БАДы, стала жительница Нерингри. Истории жертв аферистов похожи одна на другую. 68-летняя женщина рассказала, что в прошлом году через интернет заказала препарат для очистки организма. В апреле ей позвонил неизвестный и представился следователем. Он предложил написать заявление о получении компенсации морального и материального ущерба, так как препарат, который она купила, оказался фальсифицированным. Также звонивший предложил воспользоваться бесплатной услугой адвоката. На следующий день женщине перезвонил мужчина, который представился адвокатом и объяснил ей, как написать заявление и куда его направить. Через некоторое время ей снова позвонил лжеследователь и сообщил, что необходимо оплатить судебные издержки в сумме около 50 тысяч рублей. После чего женщине вновь позвонили и сказали, что теперь за выигранное судебное заседание необходимо оплатить еще 250 тысяч. Тогда женщина обратилась в полицию. В Нюрбинском районе полицейские установили подозреваемого в краже норковой шубы. Потерпевшая местная жительница оценила ее в 80 тысяч рублей. Вором оказался ранее судимый за грабеж 38-летний мужчина. Полицейские выяснили, что подозреваемый выпивал в многоквартирном деревянном доме со своей компанией. Ночью, уходя домой, он приметил в подъезде квартиру, запертую на навесной замок. Мужчина взломал его и проник в квартиру. В прихожей мужчина увидел норковую шубу. На администратора магазина цифровой техники возбудили сразу 2 уголовных дела. В полицию обратился один из сотрудников магазина. Он и рассказал, что из сейфа, расположенного в торговой точке, украли 4 дорогостоящих телефона и деньги. Общий ущерб составил около 300 тысяч рублей. Полицейские установили причастность 22-летнего администратора магазина. У него был доступ к сейфу, где хранилось украденное. По его словам, похищенные телефоны он успел продать. Николай Румянцев приговорен к 3,5 годам колонии поселения. В Якутском городском суде состоялось заседание по делу бывшего депутата Государственного собрания Якутии о наезде на 3 пешеходов в сентябре 2017 года. Прокурор требовал 4 года лишения свободы в колонии поселения. Николай Румянцев и адвокаты просили вынести оправдательный приговор. Осужденный не согласился с вердиктом и будет протестовать решение суда. По версии следствия, в сентябре 2017 года Николай Румянцев в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля двигался из Якутска в Намцы с превышением скорости. Двигаясь по дороге, он совершил наезд на 3 мужчин, находившихся на обочине. 2 из них получили телесные повреждения различной степени тяжести. 1 скончался на месте происшествия. Румянцев утверждал, что выпил после ДТП, чтобы снять стресс. Ранее в Следственном комитете отмечали, что с 2012 года в отношении депутата составлено 7 протоколов за пьяное вождение и отказ от медобследования. Обвиняемый также 30 раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости. В Италии, неподалеку от Флоренции, упал с шоссе и перевернулся автобус с туристами из России, Армении, Молдавии, Грузии и Украины. Погиб по меньшей мере 1 человек. В Италии рассказывает Роман Чуриков. По меньшей мере 1 человек погиб, 31 получил ранения в результате ДТП в Италии. Автобус с туристами из стран бывшего Советского Союза на полной скорости пробил ограждение на шоссе из Сиены во Флоренцию, упал в кювет и перевернулся. По информации российского посольства в Италии, всего в машине находилось около 60 человек. С точностью об их национальности пока сказать сложно, но, как сообщили Рейтер в местной пожарной охране, это граждане России, Армении, Молдавии, Грузии и Украины. Портал Siena News утверждает, что погибшая – это 40-летняя женщина. Судя по всему, она была руководителем туристической группы. Причина ДТП пока неизвестна, но местные СМИ со ссылкой на полицию говорят, что водитель по какой-то причине мог потерять сознание. Это была рубрика «Чрезвычайные происшествия». Берегите себя.